В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. У каждого многоквартирного дома есть одно неприятное свойство. Со временем его состояние ухудшается. Какие работы должны проводиться в рамках капитального ремонта и на что чаще всего жалуются жильцы? Обо всем этом расскажет в прямом эфире руководитель управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха-Якутия Павел Аргунов. Павел Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Какова роль управления Госстройжилнадзора при проведении капитального ремонта домов и когда вы выходите в целом на проверку? Наше управление наделено полномочиями по проверке работы фонда капитального ремонта нашей республики. Во-первых, мы проверяем полноту выполнения работ по капитальному ремонту, его соответствие проектной документации. Также мы имеем полномочия по проверке формирования фонда капитального ремонта. Также ведем реестр спецсчетов. Можем проверить формирование данных специальных счетов и также проверить, каким образом расходуются средства этих специальных счетов по капитальному ремонту. Вы рассказали про проверку. А какие работы должны проводиться по линии как раз-таки капитального ремонта в многоквартирном доме? В первую очередь, естественно, капитальный ремонт должны производить по замене систем, инженерных систем всего дома. Это электроснабжение, водоснабжение, отопление, ремонт системы вентиляции. Кроме того, капитальному ремонту подлежат такие работы, как кровля, фундамент дома, подвальные помещения, свайное поле, что характерно только для нашего субъекта. И, кроме того, утепление всего фасада дома, в том числе для нас тоже характерно это швы крупнопанельных домов и также работы по капитальному ремонту балконов, лоджий и, кроме того, ремонт лифтовых шахт и самих лифтов. А на что чаще всего жалуются собственники после проведения капремонта? В первую очередь, к нам очень много поступает жалоб в плане того, что срок проведения капитального ремонта нашего дома наступил, но фактически работы еще не начаты. Это, к сожалению, имеет место быть. По данным фактам мы проводим проверку в отношении фонда. Кроме того, естественно, жалуются по качеству проведенных работ по капитальному ремонту. Очень много жалоб по факту того, что работы начаты, но они почему-то приостановлены и никаких работ не производится. По таким фактам тоже выходим на проверку в отношении фонда и принимаем меры, привлекаем к ответственности. А вот чтобы избежать некачественного капитального ремонта, на что надо обратить внимание и кто должен принимать впоследствии эти работы? По качеству капитального ремонта очень большую роль играют сами жильцы, потому что они имеют право принимать участие в приемке этих работ. Собственники должны определить ответственного человека. Это может быть как жилец дома, так и совсем другой человек, который имеет познание по строительству, проведению капитального ремонта. Они могут такого человека попросить, либо нанять, принять участие в комиссионной приемке проведенных работ. Если качество проведенных работ не устраивает жильцов, они в первую очередь должны обратиться в адрес фонда капитального ремонта, если заказчиком является фонд капремонта, либо управляющая компания ТСЖ, если заказчиком проведения капитального ремонта является управляющая компания ТСЖ. Это в случае, если капитальный ремонт осуществляется за счет специальных счетов, открытых управляющими компаниями. А на что все-таки стоит обращать в первую очередь внимание? В первую очередь, конечно, необходимо обратить внимание на соответствие проекта.
проведенных работ. Очень часто бывает, что по проекту одно, фактически сделано другое. Кроме того, в процессе эксплуатации после проведения капитального ремонта выявляется очень много проблем, в том числе, например, протечка кровли, неправильный монтаж системы отопления, например, бывает. И в этом случае также необходимо обратиться в адрес заказчика проведения капитального ремонта, и в рамках гарантийного срока в течение 5 лет заказчик обязан устранить все эти вопросы. Если заказчик не принимает меры по устранению, своевременному устранению, то собственник имеет право обратиться в наше управление, управление государственного строительного и жилищного надзора, для того, чтобы мы провели проверку в отношении заказчиков и принудили, приняли меры для того, чтобы все эти работы привели в соответствие. А с какой частотой в целом должен проводиться капитальный ремонт многоквартирного дома? Вот частота проведения, ну то есть перечень многоквартирных домов и сроки проведения работ, они утверждаются региональной программой, которая утверждается указом главы республики. Там в этой программе указаны, ну, как я уже сказал, адреса домов, сроки проведения капитального ремонта и виды работ, запланированных к капитальному ремонту. То есть сами жильцы, например, не могут наметить фронт работ, которые должны сделать по капитальному ремонту, и попросить, например, чтобы вот эти работы были сделаны в первую очередь. Это все прописано изначально. Это прописано изначально, и адресная программа формируется на основании республиканского закона, специального закона, и, соответственно, исходя из срока эксплуатации дома, также формируется. В принципе, собственники при наличии каких-то особенностей дома могут обратиться в фонд, и обратиться в Министерство ЖКХ, чтобы учли особенности их дома, для того, чтобы при формировании адресной программы либо сроки отредактировали, либо виды проводимых работ. А что насчет финансирования? У каждого дома своя собственная сумма или кому-то выделяется больше денег, а кому-то меньше? По финансированию есть предельные лимиты по каждому виду работ, и в рамках данного предельного лимита и формируется адресная программа, во-первых. Во-вторых, разрабатывается проектная документация, проектно-сметная документация проведения вот этого капитального ремонта. Сейчас у нас установилась осенняя пора, достаточно дождливая погода. Что делать жильцам, если квартиру залило ливнем? Во-первых, обратиться в адрес управляющей компании, если капитальный ремонт в данный период не проводится, чтобы управляющая компания подошла, составила акт о заливе, также приняла срочные меры по устранению дальнейшего залива данной квартиры. Если управляющая компания не реагирует, либо составленный управляющей компанией акт не соответствует, по мнению собственника, действительности, то собственник имеет право сам составить акт в 2 экземплярах с привлечением не менее 2 незаинтересованных лиц. Это могут быть жильцы того же дома, но квартиры, которых не пострадали от залива дождями. А в какие сроки в целом должны устраняться какие-то неполадки, которые выявлены в течение капитального ремонта? Ну, вот, как я уже сказал, гарантийный срок 5 лет. В течение гарантийного срока должны приниматься меры по устранению выявленных недочетов в ходе эксплуатации здания. Но по каждому случаю, естественно, надо подходить индивидуально. Могут быть работы, которые требуют значительных дополнительных вложений, значительного времени. Некоторые работы могут быть сделаны очень быстро.
Поэтому по каждому случаю это индивидуальный подход нужен. Павел Анатольевич, но впереди нас ждет также осенне-зимний сезон. Расскажите, как осуществляется к нему подготовка и насколько готов жилищный фонд к прохождению отопительного периода? На сегодняшний день отопление запущено в 20 муниципальных районах. В 6 районах запущено частично, в том числе в городе Якутске и в Жатае. На сегодняшний день еще не запущено в Ленске, в Олекминске, в Панкаласском улусе, в Алданском улусе, в Амге, в Татинском улусе, в Вилюйске, Верхневилюйске и в Нюрбе. В этих улусах планируется запуск отопления до 19 сентября. В городе Якутске запуск отопления начался со вчерашнего дня, с 5 сентября. Планируется, что до 10 сентября весь жилой фонд будет запитан теплом. Жильцам я рекомендую следить за запуском тепла. Многие жители в летний период проводят ремонтные работы у себя. Некоторые снимают батареи, потом об этом забывают, либо не закручивают как следует. И поэтому, если у вас какие-то работы проводились, необходимо очень тщательно следить. И кроме того, жителям верхних этажей необходимо пускать управляющие компании для того, чтобы те производили развоздушивание систем отопления. А какие работы обязаны проводить управляющие компании, чтобы подготовить как раз-таки дом к зимнему периоду? В летний период они должны промыть систему отопления. Обычно все жители об этом знают, объявления об этом висят, бывает. Кроме того, должны сделать текущие ремонтные работы по системе отопления. И, кроме того, в процессе запуска тепла они должны развоздушить систему и также отрегулировать его. Павел Анатольевич, спасибо вам большое, что нашли время прийти и ответить на все наши вопросы. Благодарю вас. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.